Lineage. Как много в этом слове для сердца игрока слилось. Без преувеличения можно сказать, что эта MMORPG была и остается невероятно популярной на просторах СНГ. Конечно, есть и более древние представители этого жанра, такие как Ultima Online или Отечественная Сфера, но именно Lineage 2 сделала это увлечение настолько массовым. Причем поначалу в наших краях многие предпочитали пиратские серверы. Оно и неудивительно, если на Западе запуск состоялся в 2004 году, России пришлось подождать чуть дольше. Конечно, были еще и европейские миры, но желание играть на них у большинства не возникало. Зато с 2008 года компания Innova запустила русскоязычные серверы, и наши игроки ринулись исследовать их. Впрочем, речь сегодня не об этом. Давайте лучше разберемся, за что народ полюбил Lineage 2, а заодно немного поговорим о версии Classic, ранний старт которой состоялся 18 ноября, а общий старт намечен на 25-е. Во-первых, вторая линейка отличалась качественной графикой. На момент появления она была просто высочайшего уровня. Детально прорисованные модельки персонажей, монстров и окружения даже на средних настройках радовали глаз. Архитектура городов, исполинские строения, да и просто пейзажи имели свою, ни с чем не сравнимую изюминку. До сих пор мы видим новые проекты, которые визуально выглядят хуже, чем наша старушка. Анимации и эффекты от навыков смотрятся гармонично, и даже в долгих противостояниях не появляется ощущение, что скоро станешь эпилептиком. А в первые годы после запуска для MMORPG такая графическая составляющая была в новинку. Более того, некоторые особо преданные фанаты специально модернизировали компьютеры для игры в Lineage 2. Сейчас, конечно, чтобы запустить классик, апгрейд железа вам не понадобится, но высокое качество картинки от этого никуда не денется. Впрочем, если встречают игру по картинке, то провожают по уму, то есть по геймплею, а с ним у Lineage 2 все в порядке. Во времена старой классики, первых хроник, жизнь на просторах мира Аден была не только интересной и увлекательной, но и очень опасной. Сражаться с себе подобными можно было везде, кроме городов, что придавало игре особую атмосферу. А штрафы за смерть, особенно на высоких уровнях, вгоняли в депрессию даже прожженного оптимиста. Кстати, после гибели персонаж терял не только часть опыта, но мог лишиться и части инвентаря или снаряжения. А уж плеер-киллер при смерти гарантированно терял кое-что из нажитого имущества. Само собой, все это будет и в Lineage 2 Classic. Жизнь здесь трудна и жестока, цена ошибок высока, и ничто не дается даром. Тем приятнее одерживать победы и злорадно посмеиваться над тем, кто пришел за вашей шкуркой, а ушел стриженным. Lineage 2 всегда была MMORPG, ориентированной на PvP. За место под солнцем в ней сражались часто, упорно и порой не по собственной воле. Тем более, что воевать было за что. Будь то место качу или спойла, рейдовый босс или осады замков. В последнем случае разыгрывались самые жестокие и кровопролитные бои по нескольку сотен человек с каждой стороны. А теперь постарайтесь вспомнить, в какой из недавних MMORPG вы увидите столь массовые баталии. Таковые можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно классическая эпоха первых хроник показала всем, какой должна быть настоящая онлайновая война. Да и сами сражения в классике — это не тупое нажатие одних и тех же клавиш, а умелый просчет стратегии и быстрота реакции. Большой вклад в интерес к PvP вносит и обилие классов. Например, один и тот же лучник у разных рас наделен совершенно уникальными параметрами. Призрачный рейнджер у темных эльфов не отличается большой живучестью или скоростью ударов, зато его урон и критические атаки могут поставить крест даже на самых умелых воинах. Человеческий стрелок, наоборот, гораздо выносливее и прочнее своих ушастых собратьев. А быстрее серебряного рейнджера у светлых эльфов только курс падения рубля. Благодаря всему этому об однообразном PvP можно забыть, если вы, конечно, не папка в топовом и переточенном шмоте. Кстати, в Lineage 2 Classic будет все то же самое, только круче. Одних только классов мы увидим 31 штуку, и каждый из них разительно отличается от других. Чем не повод посмотреть на новинку? Еще одной причиной популярности Lineage 2 была реалистичная экономическая система. Игровая валюта добывалась с трудом, а уж тратить ее всегда было на что. Даже не учитывая дорогостоящий крафт брони и оружия, персонажу постоянно нужны были расходники для прокачки и сражений. А уж если у вас не было твинков-бафферов, то за полезное усиление приходилось отдавать свои кровные другим игрокам.
Больших денег требовали и прочие плюшки, вроде заточки. При этом далеко не все имели возможность создавать амуницию и соски, усилители атаки. В классические времена крафтом и добычей ресурсов занимались только гномы, а значит приходилось налаживать с ними отношения. В конце концов, Lineage 2 в первую очередь командная игра, и в этом еще один плюс, ведь различные социальные взаимодействия сильно разбавляют долгий и упорный гринд. Кстати, в новый Lineage 2 Classic вам без дружбы с гномами тоже не обойтись, а иначе придется ходить в рванье и люто завидовать тем, кто умеет общаться и заводить приятелей. Ну а самой главной причиной популярности Lineage 2 была, есть и остается ее близость русскому духу. За кажущейся простотой открывалась невероятная свобода действий, и дело даже не в геймплее, а в возможности стать кем хочешь в мире, где каждое достижение не подарок судьбы, а результат долгой и кропотливой работы. В мире, где врагов ненавидишь по-настоящему, а общение с друзьями продолжается даже после выхода из игры, и куда хочешь возвращаться снова и снова. В Lineage 2 мы не просто играли, а переживали свою маленькую волшебную историю. Вот только каждое новое дополнение несколько меняло ту вселенную, что мы увидели в самом начале. Однако теперь она возвращается. Возвращается, чтобы снова призвать ветеранов и познакомить новичков с великолепным миром. Миром, получившим имя Lineage 2 Classic.